этом году исполняется 120 лет видному советскому историку, археологу Алексею Петровичу Смирнову. Это доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Он был замдиректора Института археологии Академии наук СССР, в то время называлась Российская академия наук. Был замдиректора Государственного исторического музея, потом был зав. Отделами там, в этих обоих учреждениях, преподавал в разных учреждениях Москвы, где ведут археологию. То есть человек был очень везде занят, и везде его принимали. Кроме того, у него было 250 работ научных, и он участвовал в 50 полевых сезонах, то есть раскопках. 50 лет он работал в экспедиции, из них 7 лет посвящены нашей республике. Вот об этом я хочу рассказать. Приехали к нам 21 июля 1926 года два археолога. Это Сергей Григорьевич Матвеев, он был ученый-секретарь археологического подотдела главнауки, то есть сотрудник главнауки. Затем, Алексей Петрович Смирнов, он был аспирантом в то время Института археологии и искусствознания, такой был институт. И вот они вдвоем проводили археологические раскопки с 26 по 28 вдвоем, а с 29 года работает только Алексей Петрович Смирнов. В 29 году по 32 год он работает на северных районах нашей республики, и в 36 году еще раз приезжает, но я потом позднее об их расскажу. Значит, что делают? Вот они работают так, как вот нужно учиться у них. Ну вот они прежде всего собрали краеведов города Глазов, приехали в Глазов, краеведов города Глазова, с ними посовещались, где лучше всего копать. Они съездили, посмотрели, где можно копать. И вот они, вот давайте возьмем Иднакар. Когда приехали на городище Иднакар, наша знаменитая сейчас памятник археологии, то они копать в этом году не стали, в 26 году. Почему? Да там овес был засеян. А если овес, это же еще крестьянское хозяйство, значит, нужно было убытки уплачивать. А денег дал облсполком только 500 рублей. Это было очень мало. Хотя все было обсчитано, все эти деньги. Вот, и, значит, они решили, что в этом году они будут копать. Какие памятники? Это рядом находится деревня Солдырь Глазовского района, городище Сабанчикар. Затем они в этом году, это с 23 числа, вот Сабанчикар, потом они копали, рядом тоже находится могильник Чемшай. После этого, потом немножко позднее, в августе, Алексей Петрович Смирнов стал копать городище Дондыкар. И вот когда копали городище Дондыкар, это тоже Глазовский район, то это памятник 9-12 веков, то как раз вот не только копали, а за ними контролировали как раз вот представители научного общества изучения Водского края. Ну вот их контролировал по их заданию это Иван Федорович Ившин. Он был преподавателем Глазовского пединститута. И вот он, главное, не только контролировал, они писали заметки в газеты «Ижевская правда», свое впечатление. Вот Стрельцов Федор Васильевич тоже вот, был участник вот этих раскопок, вернее, контролировал эти раскопки, но в основном-то Ившин. И вот Ившин-то в газете «Ижевская правда» пишет, он когда о раскопках в Дондыкаре, он пишет: «Мы копаем, мы открываем как новую Помпею», сравнивая с римской культурой Римской империи. Значит, потом говоришь, пишет дальше, каждый слой – это новая новость. Его поражает огромное количество предметов. Самая богатая, конечно, коллекция, которая поступила в наш музей, это как раз Дондыкарское городище. Более 3000 предметов. Это очень… Из городища столько предметов собрать – это сейчас большая редкость, очень большая редкость. Ну, вот силы, вот когда я копаю, то, по крайней мере, 7-8 предметов, остальное все керамика. А здесь… Все. А какие предметы? Но сейчас скажу, какие предметы. Во-первых, вот что нас не случайно поразило Помпеи, и назвала как раскопки на новых Помпеях. Дело в том, что там большое количество сохранилось, во-первых, предметов из костей, из железа и из дерева. Вот как в Новгороде. То есть у нас получается, как бы мы раньше Новгорода начали открывать, я не знаю, открывать дерево. Вот почему там или нижние слои оказались очень много воды,
там, может быть, родники подходили или еще что-то, но там сохранились деревянные предметы. Ложка деревянная у нас в фондах есть. Потом вот здесь в экспозиции можно посмотреть, там ложка для того, чтобы мешать тесто, веселка называется. Потом крюк для того, чтобы котел подвешивать. И очень много разных предметов из дерева, просто обломки. То есть целых-то предметов не обязательно, но очень много было найдено деревянных предметов. А и еще много из кости. Это и вот манки для подвески. Вот как раз у нас в экспозиции манки с Иднакара, из Дондекарского городища. Манок там на глухаря, на тетерева тут вот в данном случае. И наконечники стрел из кости. Кость, значит, наконечник стрел – это огромная коллекция вот этих наконечников и из железа. Вот здесь показаны как раз железные наконечники стрел, костяные наконечники стрел. То есть все это говорит о том, что население занималось еще охотой. Охотой на кого? Но прежде всего на бобра, потому что шкуры бобра – это был предмет торговли. Вот это на шкуры можно было обменять, там, ну, купить, например, медные, сейчас скажу, получить серебряные монеты, дирхемы. А серебряных монет это не в смысле, что это деньги, нет, это сырье для того, чтобы изготовлять предметы из серебра. То есть подвески серебряные, височные подвески серебра, ну, подвески монетовидные. Ну, все, что из серебра делается, нужно было серебро купить. А покупали как раз на шкурке бобра. Но бобер еще, кроме того, это и мясо, и лечебная струя, вот все, что связано с бобром. И поэтому мы находим наконечники, видимо, на крупного зверя, вот наконечники копья, мелкие наконечники на пушнину. Ну и значит, здесь даже у нас части лука мы показываем. Вот, то есть это все из городища Дондекар. Кроме того, там был найден предмет и связан с развитием земледелия. Это, прежде всего, наральники, то есть наконечники сох, и жернова. Жернова для того, чтобы это элементы ручной мельницы для размола зерна для получения муки. И вот первый предмет, который поступил в наш музей и записан в книге поступления нашего музея за номер 1, был жернов из городища Дондекар. Вот это как раз жернов, вот посмотрите, я отойду, вот это внизу находится жернов с этого городища. Послал он, конечно, это жернов он, как сказать, с оказией. Как молодой человек поехал в Ижевск на телеге, и вот он с оказией послал вот этот жернов с записочкой о том, что вот я высылаю вам жернов с городища Дондекар, пожалуйста, заберите его. И вот этот под номером 1 он был записан, жернов с городища Дондекар, жернов 9-12 веков. Еще по договору, ведь договор был заключен между главнаукой и между облисполкомом о том, что все коллекции после того, как они будут обработаны в Москве, должны быть сданы в местный музей, местный краеведческий музей. Там, значит, сдавали в основном-то наш музей, областной музей краеведения, в то время так назывались мы. И, значит, часть сдавали в музей Глазовский музей. Но когда в 1954 году Глазовский музей был закрыт, то эти предметы, которые они передали этому музею, были переданы нашему музею. То есть мы все равно полностью коллекция раскопок 26-29 годов, 30-го даже года, все к нам поступили. Так, ну и еще какие памятники у него он копал. Ну, прежде всего, кроме вот Дондекарского городища, вот Чемшай тоже коллекция поступила. Это в основном шумящие подвески, бусы. Вот надо там потом посмотреть и показать. Это как раз у нас шумящие подвески, вот, которые в экспозиции, они как раз есть у могильника Чемшай. И если вот после того, как они в 26 году вот начали раскопки, имеется в виду вот могильник Чемшай, Сабанчикар городище, Дондекарское городище, и следующие годы, то есть 27 года, они начали копать знаменитое городище Иднакар. Вот это городище, вся коллекция тоже к нам поступила, и копали они очень интересно так называемым траншейным методом. То есть они копали траншею перпендикулярно. То есть вдоль сначала траншея идет, потом поперек. Если какие-то предметы, какие-то очертания идут, значит, какие-то прикопы делались. То есть сейчас мы копаем участками сплошной площадью, а раньше вот таким образом траншеями. И вот вот мы когда в 92 году копали городище Иднакар, то обнаружили раскоп вот этого Матвеева и Смирнова уже 27 года. Там как раз был обнаружен третий вал, внешний вал, который был завален в древности.
Вот так удивлялись, там глина сплошная идет, думают, что такое, потом посмотрели, сообразили, что это, оказывается, вал, который когда-то открыт был. У нас есть фотография, я покажу даже, вот как раз остатки, очертания этого вала. И на границах этого вала стоят 2 человека, чтобы показать ширину этого вала. Ну и кроме, значит, городища Иднакар, которые, ну, не копали до 29-го года, это городище, вся коллекция к нам поступила. А в 30-м году он копал уже следующий памятник уже в Ярском районе. Это памятник Ушманское городище, еще называется Учкакар, другое название у него. И здесь такая же система, то есть опять трофейным методом, и тоже много предметов. И главное, он там очень нашел много остатки горна, и в основном все связано с металлургией цветной и черной. То есть крица, шлак он был обнаружен им, а цветной там слитки металла. Вот как раз на выставке я буду показывать это. Вот слитки металла, имеется в виду цветного металла, и украшения, сделанные из этого металла. Там, конечно, обнаружены остатки очагов, хозяйственных ям, жилища. Алексей Петрович даже сделал реконструкцию этого дома. Дом наземный, с очагом из камней, без потолка, то есть это близко к современным реконструкциям, то, что сделано им после, вот где-то уже в статьях, которые посвящены итогам раскопок. Кстати говоря, все, что он копал, и вместе с Смирнов с Матвеевым, они все публиковали. Можно спокойно прочитать и найти. Но это, конечно, книжки очень редкие. Это в трудах научного общества изучения Водского края. Это в 28 году вышла книга. Потом был сборник «Новоудмуртские темы». Вот там статья, посвященная тоже раскопкам. И еще в ученых записках нашего института номер 8. Ну и в материалах археологических исследованиях номер 28. Ну, вот это в целом, конечно, он свои работы, вернее, вот результаты своих раскопок в других монографиях просто приводил как аналогии. Кроме того, знаете, что интересно? Кроме вот интереса археологического, у него было, он стал увлекаться археологией, не археологией, а этнографией удмуртов. Я уже забыла, то ли его сын Кирилл Алексеевич говорил, то ли кто-то из археологов сказал мне, что, по-моему, его сын сказал, что интерес к этнографии как к науке у него возник в Удмуртии. И вот у нас в фондах музея есть фотографии, вернее, негативы. Думали, да кто это там, смотрели на эти негативы. Потом, оказывается, негативы, которые сдал Алексей Петрович, там, значит, этнографического плана. Вот негативы в северных районах нашего, там, Глазовского района, там коала, который уже не существует, например. Потом он фотографировал удмуртов, типажи удмуртов. Удмурты за своими занятиями, они стоят там, занимаются рыбной ловлей. Виды реки, например, виды валы. То есть вот они попали, вот эта фотография, вид валы, это разведка 1936 года. Я давай искать, где вала. Как бы найти, вот он уже ходил в разведке по вале в 1936 году. Оказывается, контрольный отпечаток хранится в отделе природы. То есть вот уже как бы отражение уже природы Удмуртии он даже занимался. Вот в 1936 году, еще интересно, вот последняя его встреча с нашим краем, это в 1936 году. Это была совместная экспедиция его, то есть это уже как сотрудника Института археологии Академии НУКССР и вместе с институтом Удмуртский институт, то в 1936 году у них было сделано новое направление исследовательской работы. Они раньше занимались изучением сельского хозяйства, экономики, а тут им сказали, занимайтесь как историей народа удмуртского. И вот они с 1936 года стали заниматься изучением декоративно-прикладного искусства удмуртов. И вот как раз это при сотруднице этого музея Логовая была в экспедиции 1936 года. С нашей стороны был художник Ладейщиков и сотрудница Мутавинова. И вот они 4 человека на телегах ездили вдоль Увы, изучали районы памятника археологии Вовожского района, Можгинского, Алнашского района. И вот в этом году, я сказала, уже будет ему 120 лет, и мы будем делать выставку, посвященную вот этому юбилею.
Выставку мы назвали «Начало научной археологии Удмуртии». Название не случайно, потому что именно профессиональная археология начиналась с Алексея Петровича Смирнова. Именно профессиональная археология. И в этой выставке будут показаны, прежде всего, вещи, которые были получены в результате раскопок Алексея Петровича Смирнова, собственно, его раскопки, или его вместе с Сергеем Григорьевичем Матвеевым. Но в целом это получается где-то 8, у нас коллекция 8 тысяч, я посчитала, 8 тысяч предметов из этих раскопок с 26 по 32 год. Потом, значит, у нас, кроме этих коллекций, будем показывать этих, ну, они обычно нигде не показывались как-то, и вот в таком объеме, как вот хотелось бы. Но и кроме того, у нас имеются и личные вещи Алексея Петровича, передал его сын Кирилл Алексеевич. Потом, значит, его публикации тех времен, когда вот именно 20-х годов по итогам раскопок. И кроме того, как хранится память об Смирнове среди археологов, среди ученых нашей республики. То есть у нас проводились конференции, симпозиумы и всероссийского такого уровня, международного уровня, когда ему было 90 лет в 1989 году и 100 лет, это, значит, в 1999 году. Там у нас и фотографии, и публикации статей, выступления, которые были в этой юбилейной конференции. Вот это тоже будем показывать. То есть как хранят память наши ученые, вот то, что осталось от Алексея Петровича Смирнова. И главное, что сейчас еще вот каким образом будем показывать. Не просто так, вот Иднакар, вот он начал копать, а как дальше? То есть методика раскопок его, траншейная, и методика раскопок, которая характерна сейчас для вот, современной археологии. То есть это раскопки под руководством Маргариты Григорьевны Ивановой, которая 35 лет, тоже почти всю жизнь, отдала раскопкам на городище Иднакар. Точно так же на Кушманском городище, то есть раскопки на Кушманском городище 30-го года и раскопки уже 2012-2017 годов. То есть там совсем другая методика исследования, монографии, книжки, которые были изданы по современным материалам. Но основа-то этих всех материалов – это раскопки, материалы Алексея Петровича Смирнова. Так, и еще что у нас там? Кроме этого, большая коллекция фотографий. Будет показано много фотографий. Фотографии из негативов его, он увлекался фотографией. У него было 3 фотоаппарата. 3 фотоаппарата. Я не успела засечь последний фотоаппарат. Государственный исторический музей в 1997 году, вот за месяц до меня забрали последний его фотоаппарат. Ну, в общем, в целом, вот это негативы стеклянные хранятся у нас, которые передал Алексей Петрович, и, кроме того, и фотографии отдельные, вот их тоже будут показаны. Большое количество. Кроме того, вот, и будут уже фотографии современные показывать, в сравнении. То есть вот он Косихинское городище в Волжском районе исследовал в 1936 году, а вот в 1916 году Елизавета Михайловна Черных сфотографировала это городище. Как оно изменилось? Да никак, все заросло лесом. Вот единственное, что хотелось бы, эта выставка будет открыта 17 сентября, и здесь, конечно, примут участие в открытии археологи нашей республики.